Шаг вперед в лечении и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Совсем скоро в Абхазии появится первый ангиограф. Это современный высокотехнологичный аппарат, с помощью которого под воздействием рентгеновского излучения можно визуализировать просвет сосудов и полостей сердца. Действительно, такого уровня эндоваскулярной хирургии в республике никогда не было. Это впервые такой аппарат, ангиограф, будет установлен на территории республиканской больницы. Благодаря помощи Российской Федерации. Российская Федерация предоставляет нам оборудование современное. Для ангиографа на территории республиканской больницы будет построено новое помещение, которое соединится с главным корпусом медучреждения. Ангиографический комплекс займет 169 квадратных метров во дворе головного республиканского медучреждения. Здесь все будет оснащено под эндоваскулярную хирургию. То есть там будет операционная, где непосредственно будет стоять ангиограф, значит, будет предоперационная, все необходимые помещения, которые будут согласованы, на сегодняшний день согласованы с Российской Федерацией по Санпину, по всем нормам и критериям, которые вводятся в Российской Федерации. То есть пациент, который приезжает на территорию республиканской больницы, это будет отдельная пристройка на заднем дворе через определенный рукав. Теперь граждане Абхазии с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получить помощь, не выезжая за пределы страны. Ангиограф – это возможность проводить коронарографию сосудов и сердца, а также стентирование. Вы знаете, что если происходят инфаркты или инсульты, и нужно оказывать помощь пациентам в виде эндоваскулярной хирургии малоинвазивной, то мы ближайшие, это Сочи, 4-я больница, и потом это Краснодар, краснодарские клиники, 1-я краевая, там мы санавиации возим, но вот это я уже много раз говорил, золотой час, он теряется. Поэтому было принято решение совместно с российскими коллегами, и на встрече с Михаилом Альбертовичем Мурашко этот вопрос обсуждался, о том, что здесь нужен вот такой, условно говоря, региональный сосудистый центр, где будет весь комплекс этих мероприятий оказываться на территории республики. Проектно-сметная документация ведется Управлением капитального строительства Абхазии и Минздравом России. Проводятся консультации с профильными российскими медучреждениями. Уже началась подготовка специалистов для работы в ангиографическом комплексе. То есть это наши кадры, которые сейчас поедут на рабочие места в российскую клинику, будут проходить стажировку на таких же аппаратах в российских клиниках. Потом мы уже договорились о том, что и это все согласовано, все эти позиции согласованы с Минздравом Российской Федерации, лично с Михаилом Альбертовичем, о том, что на первом этапе приедут ведущие российские специалисты, которые будут начинать вместе с абхазскими коллегами эти вот оперативные вмешательства, как бы курировать эти направления, ну и потом постепенно уже наши все это будут сами делать. Ну, такой контроль на первом этапе, он будет присутствовать из крупных федеральных российских центров. И это правильная позиция, потому что ну, так надо, во всем мире такая практика. Ангиограф в Абхазии появится благодаря договоренностям и поддержке российского Минздрава. Строительство помещения под оборудование финансируется за счет средств абхазского бюджета. Было совещание у исполняющего обязанности премьер-министра Делба Владимира Валерьевича. Присутствовал я и присутствовал Тимур Михайлович Агрба, это управление капитального строительства. Владимиру Валерьевичу Делба было дано поручение осуществлять строительство необходимого помещения под ангиограф средствами Республики Абхазия. Предварительная дата открытия ангиографического комплекса – 1 июля. Гугу Савардания и Налгвинже, Абхазское телевидение.